Предметы быта и культуры, орудия труда, редкие находки археологических раскопок. Далеко не каждый музей может похвастаться таким количеством ценного материала, значение которого трудно переоценить. Это своего рода эволюция истории ингушей от древности к современности. Это в прошлом году нам передали из разрушенного склепа селения Ляжги, да, Бековы. Это переходная от палаша к кавказской сабле. Она была найдена, это меч 5-6 века. Найдена, когда в Датых строили дорогу, и они вот не выбросили, не сказали, что это железка или ляха. Да. Ну, 2-й год она у нас. Палаш-то он туда не рублен был, он ломал кости просто. Он был тяжелый. Ну вот это переходная между саблей. А да. Это обоюдные острые. Обоюдные острые. Они похожи, двуручные мечи у нас там лежат. Это различных эпох зеркала идут. И очень интересно, вот это зеркало, оно найдено в Яндере, опять же. Это большое зеркало, и вот эти сейны-жуалицы, они соединяются и как ручка крепились по центру. Вот эта сабля найдена у нас, это именно чисто аланского типа сабля с позолотой. К сожалению, она требует реставрации. Когда она к нам попадала, она была в более презентабельном виде. Ну, вот, условия хранения немножко вот патина идет. Ну и всевозможные наконечники стрел у нас, мы просто все разновидности выложили. Это были лошадей. Да. Срезни есть здесь. Ну, они тоже как срезни, кажется, называют. Вот эти срезни. Бронебойные есть, плоские. Ну, в основном вот эти бронебойными пользовались при нашествии монгол. Ну и знаменитая кольчуга дота Хачубара Евлоева, знаменитого военачальника. Вот эта винтовка была подарена именно Кузнецовым Цароеву Абдуле. Ну и мундиры героев Отечества, которые мы выставляем. Это не все костюмы, которые у нас есть. Это все награды подлинные. Это китель основателя музея Тугана Мальсагова. Ну и Картоева Джабрила, который трижды был представлен в званию Героя Советского Союза. Ну, вот Зядиков Бегаудин был журналистом военным. И вот его это машинка пишущая, и книги, и фотографии, его календарь. Работники музея отметили, что многие ценности не представлены на постоянной основе, находятся в архивах, поскольку учреждение стеснено в выставочных пространствах. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что целью поездки является как раз знакомство с материально-технической базой, состоянием здания главного объекта, хранящего историческое, природное и культурное наследие ингушей. Мы даже не понимаем, какое богатство у нас наследие оставили нам предки. А где-нибудь, когда поймут люди, доверять нам будут, они еще из дому принесут. Давайте ко мне концепцию развития музея вообще, не только здесь Краевого и всех остальных. Концепцию нужно на год, на 2, на 3. Значит, полностью распишите программу, что должны мы делать. Алгоритм у нас есть. Просто руки не доходят до всего. Поэтому надо проработать. Давайте программу. Мы ее примем официально. В ходе рабочего визита руководитель субъекта ознакомился с экспонатами коллекции учреждения, появившимися в его стенах с первых дней его деятельности до недавних находок, обнаруженных при обрушении средневекового склепа башенного комплекса Цори. Предметы быта, одежды, оружие, доспехи, фрагменты каменных изваяний различных эпох и многое другое. Здесь в основном вот этот кинжал и вот этот кинжал, но в основном это ножи. И большая разновидность ножей. Их трогать можно? Можно в перчатках. Просто они не вынимаются из ножен, потому что из-за ржавчины. Это первоначальные, мы сейчас их описываем. Здравствуйте, панель, это какого? Ну, это тоже вот 18 век. 18 век? Да. Это дерево? Это дерево. Оно тоже уже начало вот пятнами покрылось, поэтому желательно как можно быстрее фотографии интересно сделать. сделано, видишь? Потом хорошо, что у нас сейчас
общество Дзуртуки начали вот восстанавливать культурную вот эту какую-то страницу нашей истории. Это у нас откуда? Это вот все из склепа оттуда. Причем здесь... Ямнити, да? Там есть настолько интересные вещи, к ушаку женскому привешиваются щипчики. Опять же, вот эти тыльники. Насколько культура шитья была на тот период. Вот это не тиснение, вот это швы. Они увеличивали с помощью специальных приборов и показывали нам, что кожаными нитками вот это все прошито. Вот такие тоже разнообразность головных уборов женских. Вот такие были. Детские, и к нему вот такой носочек. Настолько. Здесь, например, утепленный идет. Чарновой вот цена мяч хая. Здесь ритуально был поломан клинок для того, чтобы он с одной стороны не достался, и с другой стороны, чтобы не грабили. Потому что если бы целые были, могли бы грабить. Например, вот перо идет вместе со стрелой. То есть оперение из чего делали, можно сказать. Там это был кусок лука, да? Это, да, фрагмент лука. Сложный составной лук алцина, потому что он из кожи и из нескольких пород дерева сделан. Глава Ингушетии отметил, что вопрос о реализации проекта строительства нового культурного центра был поднят еще в 2015 году. Вновь обозначен в 2020. На данный момент он перенесен на 2025 год. Уже разработан проект, пройдена экспертиза и определено место строительства в столице. У нас артефактов разных исторических вещей, которые мы должны, чтобы люди видели. Нам легко объяснять. Нам предки оставили такое наследие. Нам еще 100 лет их изучать и показывать, конечно, миру, нашей стране и миру. Поэтому в этой части у нас здание, у нас оно предполагается, но на 25-й год перенесено. Поэтому я думаю, что мы будем ускорять это. Но нам нужно подготовительную работу сделать. Полностью. У нас проекты есть, экспертизу прошли и Краеведческого музея, и библиотеки нашей. Поэтому нам нужно, потому что здесь собрано все. Понимаете? Здесь с таких исторических моментов и до нашей эры, понимаете, нам нужно просто-напросто систематизировать, работать с музеем, с руководителями и работниками музея, а потом уже прийти к какому-то решению. Я думаю, в любом случае, 3-4 года, 5, я думаю, у нас будет великолепный краеведческий музей. Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова функционирует 50 лет в 100-летней постройке. В прошлом году количество посетителей достигло 29 тысяч человек, а в допандемийное время 32 тысячи. Безусловно, при строительстве нового комплекса в столице и расширении экспозиции ожидаемое число гостей возрастет в 2-3 раза. Артефактов археологических у нас десятки тысяч, 50 тысяч. Если каждый предметик зафиксировать, то по археологии 100 тысяч единиц хранения артефактов документального фонда, этнографического фонда, огромное количество. И поэтому сегодня эта площадь не позволяет все представить. Даже то, что Отечественная война показана в очень малой форме, и то бывает очень печально, когда 9 мая жители республики не показывают того или иного представителя, того или иного типа. Поэтому мы очень рады, что Махмуд Али Максимович Калиматов сказал, что вот построим новое здание для музея, чтобы все экспонаты были представлены в залах музея. И мы надеемся и выражаем огромную благодарность. Со строительством нового здания, с появлением нового здания появится большой шанс, чтобы посетило наше население республики и гостей республики. Почему? Потому что условия доступа будут другие, технические возможности будут другие, поэтому это радует. Строительство нового специального здания для музея – это в первую очередь приятная новость для жителей республики, которые смогут ознакомиться с нашей историей. Для гостей же республики это может стать главным местом паломничества. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров, Новости 24.